Добрый день, вы смотрите YouTube-канал 7 на 7, меня зовут Максим Поляков, и я рад приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это политолог Аббас Галямов. Аббас, добрый день. Здравствуйте. Сегодня я хочу с вами обсудить несколько громких региональных кейсов, где чиновники находятся под давлением, ну и понять, насколько успешно они с этим давлением справляются. И начать я хочу с экологической катастрофы в Краснодарском крае, побережье Анапы и других городов в мазуте. Вот я и мои коллеги последние 2-3 недели очень плотно общаемся с волонтерами, читаем волонтерские чаты. И вот что мы заметили вокруг всей этой ситуации. Власти и провластные активисты взяли все эти чаты под контроль, практически под полный. На побережье высаживаются десанты из придворных журналистов. Они снимают вот такие вот репортажи, мол, все нормально, мы достойно боремся с этой катастрофой, нечего переживать, все будет, одним словом, хорошо. Ну а на несогласных, на тех, кто критикует власти в интернете, выкладывает там ролики, вот на них очень сильно давят. Ну и вообще складывается такое впечатление, что репрессивная машина там более активно заработала. Хотя вот таких вот явных репрессий, я бы сказал, что пока там нет. Власть старается, как мне кажется, выиграть время. И вот я такое вижу не первый раз. Мой вопрос следующий. Как вам кажется, вот выльется ли во что-то недовольство жителей Краснодарского края? Оно каким-то образом будет трансформировано в дальнейшем в какие-то прямые политические действия? Ну, зависит от ситуации, каждая ситуация конкретно. Общих таких, знаете, вот верных на все случаи, на все времена паттернов нарисовать невозможно. То есть в некоторых ситуациях такие истории ведут к взрыву, в других ситуациях нет. Но даже если непосредственно к взрыву это не приведет, скорее всего, все-таки нет. Не та атмосфера в стране, пока еще режим в достаточной степени силен и жесток и репрессивен, поэтому, ну, слушайте, люди во время мобилизации отправляли своих близких на смерть на фронт, и то практически не бунтовали, ну, мало где протестовали. Вот, а тут какая-то экология, да, поэтому не думаю, что прямо сейчас рванет, но, конечно, нет никаких сомнений, что все это будет копиться, складироваться, и однажды это взорвется. И каждый кейс, вот все не зря, что называется, да, каждый кейс это какое-то количество негативной энергии, которое в какой-то момент выплеснет, да. Народная память, как свидетельствует история, ну, народ злопамятен. Значит, общество очень хорошо помнит свои обиды. Это давно известный феномен, ну, как минимум, со времен английской буржуазной революции 17 века, значит, известен. Вот тогда в какой-то момент король разогнал парламент, значит, и начал править самостоятельно в указном порядке. И, если не ошибаюсь, 10 лет у него это продолжалось. Вот. И потом началась война с Шотландией, ему нужны были новые налоги, он решил парламент собрать. И вот он парламент собрал, значит, за эти 10 лет никаких проблем вроде бы не было. Вот. Он собрал парламент и говорит, ну давайте, значит, мне деньги нужны. А они говорят, подожди, король, насчет денег, значит, надо обсудить некоторые вещи. И начали, это у них вошло в историю как The Great Remonstrance называется. Значит, и начали выкатывать накопившиеся за эти 10 лет претензии. А вот тогда-то этого обидели, а тогда-то то-то, то-то. Длиннющий список. Ну и в итоге, в общем, король обиделся, поссорился с ними. В итоге закончилась революция и отсечением головы у короля. Вот. То есть никто не ожидал, казалось бы, ну вот прям все хорошо у него, да. А потом выяснилось, что вот за 10 лет ничто не забыто, никто не забыто, ничто не забыто. Все обиды накоплены. Помните, как у нас, значит, когда вот в начале 90-х начался процесс выхода из состава России Чеченской Республики, Ичкерия, значит, дискуссия тогда вот развернулась по этому поводу. Вот я хорошо помню, как одним из важнейших аргументов, которые использовали сторонники
сепаратисты. Значит, был аргумент о вот сталинской высылке, значит, 44 года. Ну, то есть, казалось бы, прошло уже, значит, несколько поколений уже прожили, да, уже прошло сколько там, 70, ну, там, 50 лет, да, без малого. Значит, ну, забыта напрочь тема. Ну, то есть в повестке она отсутствовала. Десятилетия жили люди, и ее как бы не было вроде бы, да. И вдруг она взлетела и послужила одним из важнейших аргументов, легитимизирующим, который легитимизировал, значит, вот, претензию на отделение выхода из состава России. Поэтому эта история когда-нибудь обязательно выстрелит, она добавит негатива, она станет еще одним гвоздем в крышку режима. Как-то так. Знаете, меня в этой ситуации удивило то, что властям потребовалось, как мне кажется, большое количество времени, чтобы, ну, перегруппироваться в этой ситуации. Они же не сразу включили такой режим, они не сразу нашли вот этих вот провластных активистов, этих девушек, которые записывают такие вот очень хвалебные репортажи, мол, все здесь хорошо, вот птица у нас в вольере, вот у нас 18 тысяч единиц техники работает. На это потребовался практически месяц. Да, они очень долго чухались. Я думаю, это связано с порядком приоритетов, которые выстроила федеральная власть, ну, лично Путин. Война на первом плане, все остальное сильно вторично, поэтому, значит, вся система очень централизована, ни одно решение не принимается внизу, все принимаются наверху. Вот, поэтому, чтобы запустить вот этот процесс, надо было, ну, условно говоря, там достучаться до губернатора, его убедить, чтобы он дал отмашку. Вот. А губернатор занят тем, что из-за чего ему звонят из Кремля и орут на него. А там звонят и орут исключительно по поводу, значит, условно говоря, выплат там, семьям погибших. Да, выплат рекрутам и этим, ну и набор вообще контрактников. То есть главная задача, и по сути единственная задача, которую сейчас решают губернаторы, о которой реально беспокоятся в Кремле. Ну, то есть они лезут там к губернатору со своими там, значит, у нас экологическая катастрофа, надо что-то делать, да. Он от них отмахивается, он знает, что Кремль не спрашивает с него за экологию. Кремль спрашивает с него, почему, значит, не увеличивает число контрактников, как предписано распоряжением. Вот и все. И вот так на каждом уровне, там, Путин, глава администрации президента, первый замглава администрации президента Кириенко, курирующий вот внутреннюю политику и регионы, губернатор, ну, вернее, под Кириенко там, значит, его, значит, правые руки, там, Ярин, условно говоря, Харичев, Новиков, они все, вот у них у всех приоритеты выстроены начальством. Соответственно, такие же приоритеты у губернатора, такие же приоритеты у вице-губернатора, да. И пока вот до властей стало доходить, что, ну, проблема очень серьезная, пока они отвлеклись, пока там назначили совещание, ну вот на это все ушло время. Собственно говоря, ну такие громоздкие тяжеловесные структуры, они неизбежно сверхцентрализованы, они неизбежно теряют гибкость и превращаются в таких динозавров, у которых, как известно, тело было большое, а мозг маленький. Вот, и поэтому сигнал от отъедаемого хвоста там доходил до головы уже только тогда, когда хвост был съеден наполовину. Вот прям ровно та же самая история. Они поняли, что беда уже, когда их управление курортного хозяйства стали им рапортовать, что, значит, массовый отказ идет людей от предприятия, там требуют вернуть, ну, заключившие контракт там на отдых своих сотрудников в местных санаториях, там требуют вернуть деньги, разрывают договора на предстоящий сезон. Родители в пионерлагеря не собираются отправлять детей, тоже, значит, разрывают контракты. Вот, ну, то есть, когда уже вот конкретная материальная проблема появилась, да, вот тогда они стали чухаться, побежали и начали что-то делать. Вот как-то так. Вторая важная для меня история – это все то, что происходит вокруг жителей Суджи и Курской области. Они устроили недавно, второй за неделю, стихийный митинг перед зданием правительства Курской области и попросили
о личной встрече с губернатором Хинштейном. Говорят, мол, местная власть ничего не решает, наши проблемы вот по-прежнему в стартовой точке, денег нет, сертификатов на жилье очень мало и так далее. Встретьтесь с нами лично и не прячьтесь за спинами своих коллег. Но ведь есть этот пул провластных активистов, которые ходят на встречи с чиновниками и потом транслируют то, что им якобы сказали. Ну вот мы встретились с ними, вот ответ властей. Как вам кажется, почему федеральная и региональная власть все-таки не спешат больше навстречу реальным людям и не спешат решать их проблемы? Я думаю, что вот я смотрю на то, как они проворонили отличную тему. Вот они же могли, деньги, конечно, в стране кончаются, но не так, чтобы их совсем не было. Посмотрите, сколько на ту же войну тратят. Поэтому и в ту же пропаганду вбухивают. Поэтому, часть денег, выделяемых на пропаганду, вот, которые все равно кремлевцами разворовываются, могли бы, конечно же, отправить на выплату компенсации этим деятелям, да, местному населению, тем, кто протестует особенно. И потом устроить картинку замечательную. Да, вот власть заботится о населении. С утра до вечера можно было показывать по телевизору, и это в отношении значительной части аудитории, в принципе, сработало бы. Это был бы такой очень неплохой плюс. Вот. Но они этого не делают. Почему? Вот я думаю, что все-таки в основе лежит лично негативный настрой Путина по отношению к этим людям. То есть мне кажется, что Путин реально на них зол, да, потому что они слишком уж очевидным образом не соответствуют тому картинному российскому народу, вот, который в голове Путина существует. Помните, Путин на предыдущей прямой линии рассказывал о том, что вот у нас народ все-таки особый. Значит, разные, конечно, люди есть, как он сказал, но там 95% или там 99% даже он назвал, они все-таки готовы ради, значит, Родины там пожертвовать личным благополучием. Вот. То есть, вот с его точки зрения, русский народ, он такой жертвенный. Значит, поэтому куряне, они с точки зрения вот Путина должны были уйти в леса, там, партизанить, да, они должны были вступить в последний, так сказать, решительный бой, там, должны были полечь, так сказать, там, прям вот на, значит, опушках около своих деревень, значит, защищая свои деревни от ВСУ. А они, негодяи, значит, трусы, сбежали, попрятались там где-то, да, значит, а теперь вылезают и что-то еще хотят. То есть они с его точки зрения, в принципе, трусы и предатели. Они что-то там требуют, да, вот. Поэтому такие смешные деньги им выделились. Помните, вначале вообще там по 20 тысяч, что ли, дали? То есть люди сбежали буквально в одном белье, поверили путинской пропаганде про то, что российская армия непобедима, да, про то, что ВСУ уже на грани поражения. Вот. До последнего сидели дома, потом сбежали в одном белье, так сказать, в преддверии осени, а теперь уже и зимы. И, значит, им дают по 20 тысяч людям, потерявшим жилье. Это же курам насмех. Можно же было дать поприличнее сумму. Я думаю, что это было... Вот когда я пытаюсь поднять мотивацию людей, которые принимали такое решение, давать такие смешные деньги, а сейчас вообще ничего не дают, да, и не дают сертификаты. Я думаю, что это какая-то общая установка от Путина идущая. То есть кто-то из высших чиновников, кто обсуждал с Путиным эту тему, глава ли администрации, там, первый ли зам ли, значит, и губернатор, наверное, тоже где-то на каком-то этапе, значит, все услышали негатив в адрес этих людей там, да, и нечего их там баловать, значит, перебьются, как-то вот так. Да, и они все воспроизводят, это же, централизованная система, это очень персоналистский режим. Настроение начальника подхватывают и разносят, так сказать, по всей стране. Вот. Но это вот, мне кажется, самым естественным объяснением, почему вот происходит то, что происходит. Потому что в противном случае, повторюсь, ровно наоборот надо было действовать. И именно исходя, я не говорю сейчас о человеколюбии, да, бог бы с ним, но я говорю об их интересе политическом. То есть в ситуации роста протестного потенциала и снижающегося доверия по отношению к населению, по отношению к властям со стороны населения, которые мы наблюдаем, в этой ситуации создать кейс, который покажет, что власть заботится о населении,
вот так картинно, да, ну, создать такую, условно говоря, потемкинскую деревню. Это отвечает задачам властей. Не просто вот финансировать тупо таких деятелей, как Симонян там, да, и Киасаян, а, значит, ну, создавать реальные кейсы, да, которые, ну, чтобы не просто слова были, да, а что-то материальное, ну, потому что, отталкиваясь от материального, ты можешь выстроить гораздо более эффективный пиар, гораздо более эффективную панораму, чем просто визжащий, значит, брызгающий слюной Соловьев там на телеэкране. И когда ты, ну, просто я знаю изнутри, как система работает, понимаете, я же в ней работал, да, и она всегда, ну, вот в таких ситуациях старалась, там, где есть очевидный политический потенциал, ну, действовать адекватно. Почему они сейчас так не действуют? Вот повторюсь, первый резон: денег нет, ну нет, они есть, их не то чтобы совсем нет. Ну, то есть их стратегически нет, да, но на решение тактических задач и затыкание дыр их полно еще, денег хватает еще. Вот. И нет, вот все равно почему-то вот так себя ведут. Второе, значит, что я по этому поводу хотел бы сказать, это интересная история вот с этими инициативными группами, про которые вы сказали. Это вот традиционный такой, характерный для России, российского чиновничества и особенно для вот путинского режима такой подход. Они очень любят создавать фейковые виртуальные структуры, вот прям сверху донизу. Да? Значит, какие-нибудь общественные палаты придумывают, УНФ там, да, и изображают вот с помощью каких-то фейковых структур гражданское общество. И вот эту моду, которая идет, так сказать, сверху, да, подхватывает внизу, и, условно говоря, зачем создавать фейковые инициативные группы, в которых нет реально недовольных людей? Ну да, ты с ними встретился, создал благостную картинку, показываешь ее по телевизору, что вот состоялась встреча, губернатор обсудил, ответил на вопросы, люди довольны, вот хорошие комментарии. Понятно, что по местному региональному телевидению ты можешь показать, но это же эту информацию потребляет уже минимум населения. Не знаю, какой там рейтинг у курских местных телеканалов, но думаю, что там, ну, даже четверть населения они не охватывают. Да, вот люди уже такую вот туфту не покупают, люди в социальные сети лезут. Вот. И в социальные сети лезут и видят, что на самом-то деле вон что, фейк. Ну, то есть задачей, вот зачем эта фейковая структура, вот эти псевдоинициативные группы? Наоборот, надо в эти инициативные группы, вот просто как технолог говорю, собрать этих недовольных. Да, в этих инициативных группах помимо недовольных надо напихать и своих сторонников. Надо снабдить их аргументами. Но сами баталии между, значит, недовольными и сторонниками властей должны происходить внутри структуры, внутри вот этой инициативной группы. Да? Твой телевизионщик все равно найдет то, что там нарежет грамотно, комментарии у правильных людей возьмет, все равно сделает телесюжет. Да? Но те люди, по крайней мере, бьющиеся в рамках этой инициативной группы, ну, не побегут на улицу. На каком-то этапе, когда они там, так сказать, отчаются окончательно, может и на улицу пойдут, но, по крайней мере, пока на улице было бы спокойно. Не было бы вот этих видеообращений, не было бы вот выхода людей на улицу. Но чиновники этого не понимают, они видят своей задачей создать фейковую структуру. Даже они не понимают, зачем она им нужна. Они просто привыкли, вот, глядя наверх, да, так сказать, воспроизводить поведение начальства. Ну, то есть для отчета начальству. Кремль звонит, что там у вас? Вот, провели инициативную группу там. Ну, в Кремле, если дураки сидят, они на это купятся, так сказать, да. Но, строго говоря, Кремлю же нужен не отчет о том, сколько заседаний инициативной группы там провели, да, значит, вице-губернаторы, сколько раз там встретились. Им нужен результат, чтобы тихо было в регионе. А для того, чтобы было тихо, нужно, вот я повторюсь, для этого политические институты вообще и существуют, чтобы политическую борьбу с улиц увести в стены, так сказать, там, парламентов и прочих представительных учреждений. И такая инициативная группа, это такой, ну, мини-парламент, созданный по конкретному вопросу. Да? Он такой не полифункциональный, а монофункциональный для решения одной задачи. Да? Но по сути это представительное учреждение. Вот такой одноразовый парламент, можно так сказать, да? Ну так и сделайте его нормальным, чтобы дискуссия там происходила. Да? Повторюсь, чтобы не выплескивало все это на улицу. Нет, здесь у нас будет тишь да гладь,
Вот в этом псевдомирке, так сказать, в который никто даже никто им не интересуется, повторюсь, кроме ну, самого чиновничества. Вот. А реально приближает революцию. Народ привыкает выходить на улицы, понимаете? Другие люди видят, да, в социальных сетях все это видят. Вот так же готовится революция. Ну, то есть это просто какой-то вопиющий непрофессионализм. Я больше 10 лет прожил в Республике Коми и не раз видел то, о чем вы говорите. Вот создание так называемых симулякров. В Коми, например, есть самая большая и самая успешная экологическая группа. Называется Комитет спасения Печоры. Вот эти люди борются с нефтеразливами, с вырубками, ну и с другими проблемами. И вот в каждом районе республики есть представители этой группы. Ну и в какой-то момент местные власти решили создать симулякр. Назвали новую группу «Зеленой республики». Начали ее всячески пиарить. Говорить, что вот эти из «Зеленой республики», они настоящие экологи. А вот в Комитете спасения Печоры нет, не настоящие. Более того, они какие-то там странные. Они утверждали, что все эти люди из Комитета спасения Печоры одичалые, ненормальные, иноагенты. Они вообще пытались их выставить люмпанами. Но к моей радости, к радости других людей ничего не получилось. Вот еще какую задачу, которую я увидел своими глазами в Республике Коми, ставили перед собой местные власти. Ну, задача какая? Вы имеете в виду дискредитировать? Да, конечно. Ну, надо же понимать, что дискредитируя, ты одновременно, ну, ты их ставишь в повестку. Да? Вот лучше сделать так, чтобы о них никто ничего не слышал, и тогда дискредитировать даже не понадобится. А вот чтобы о них никто ничего не слышал, надо институционализировать диалог. Понимаете? Надо, понимаете, вот недовольные, сейчас они возмущаются, потому что видят, что власти отказываются от диалога и создают какие-то фейковые идеологии. Ну вот. А гораздо более умным с точки зрения властей, я сейчас говорю, вот смотрите, как политтехнолог, не, я разбираю профессионализм властей. То есть я, по сути, сейчас предлагаю плохую вещь, да, о том, как справляться с недовольными. Но я хочу это сделать, чтобы вот вы поняли, насколько, ну вы, аудитория, поняли, насколько непрофессионально власти действуют. То есть речь еще раз о профессионализме. Вот для того, чтобы справиться с недовольными, надо, чтобы они впали в отчаяние, надо, чтобы они разочаровались. И для этого им надо показать не свой административный ресурс, а то, что власть реально опирается на большинство населения. Это большинство надо продемонстрировать не в виде фейков, в которые никто не верит, ну типа вот это инициативная группа, да. Ну как ты с ее помощью можешь убедить людей, которые вот мы здесь люди, а там какие-то, значит, нам по телевизору показывают каких-то там, ну значит, какое-то жилье, ну то есть псевдолюдей, да. Нет, недовольным надо показать настоящих людей. И для этого их заводят в инициативную группу. И в эту же инициативную группу, условно говоря, там 30% лидеры недовольных и 70% своих правильно обученных, правильно мотивированных, с правильными месседжами. И там, когда они, значит, когда этот человек такой вот, значит, от народа, недовольный, такой лидер вот этого вот оппозиционного сообщества, встает и начинает, значит, кричать там в президиум, значит, да вот мы народ там. И вот тут же с боков там несколько человек дергают и говорят, а что ты народ-то? Мы тоже народ. Вот мы тоже отсюда же. И это должны быть живые люди, понимаете? То есть человек должен их опознавать, да, действительно, ну такой же народ. Вот. А мы-то не так думаем. Ты почему от нашего имени говоришь? А мы нет, мы не согласны, мы по-другому думаем. Вот. И все, этот человек теряется. Он деморализован, он уходит домой, садится, значит, на кухне и говорит, эх, ну народ нам достался, ну рабы. Да? И все. Вот он деморализован, он выпадает из политического процесса. Это то, что надо власти. Но для того, чтобы добиться этого результата, чтобы он сам добровольно выпал из политики, поняв, что он в меньшинстве, да, ну, нужно с ним нос к носу, так сказать, лицом к лицу столкнуться. Да, только тогда можно вот этого эффекта добиться. А если он в окружении своих единомышленников, и никого из провластных рядом нет, а провластные только по телевизору, ну так мы же знаем, что по телевизору врут, да?
И человек абсолютно искренне уверен, что он и есть народ. Ну и правильно, честно говоря, уверен, так сказать. Сейчас я говорю как гражданин, а не как политтехнолог. Он и есть народ. Вот. Но возвращаясь к роли политтехнолога, значит, он убежден, что он народ, потому что власть ему не показала убедительного другого народа. Она ему показала фейковую структуру в виде псевдоинициативной группы, в которую он не верит. Понимаете? Ну, то есть просто речь идет о том, что о непрофессионализме. Да, тот путь, который я предлагаю, он чуть более сложный, но надо реально работать. Ну, то есть реально надо найти мотивированных людей. Но, поверьте политтехнологу, так сказать, много лет работавшему в полях, можно найти. На самом деле можно найти, условно говоря, просто не полениться. У сотрудников своей собственной администрации. Так, у кого из вас там вот на территории, которые там спорные, которые там вот близко к морю, там живут родственники? Так, у тебя, давай ко мне в кабинет. Они заходят к тебе в кабинет, ты им говоришь, так, кто из ваших родственников самый такой толковый? Бойко говорит, с головой, так сказать. Ну вот у меня. Не, этот не потянет, а этот потянет. Ну давай, собирайте ко мне. Вот приглашают этих людей уже, ты им говоришь, слушайте, они уже все, в принципе, лояльны по отношению к тебе. Их родственник к начальнику позвал, там, да, ты им, ну, каждому там, потом на каком-то этапе ты их выслушаешь, там, спросишь, какие проблемы там в больнице, там, школа, там, дети, там, поступать, пенсию, там, ну и так далее, и так далее. Да, все, решим, все нормально. Раздал команды, это 5 минут работы. Ну, если начальник, да. Значит, все, они тебе страшно благодарны уже. И ты им начинаешь объяснять, слушайте, у нас тут инициативная группа, значит, вот какие-то баламутят, недовольны, так сказать, да. Вот, надо им дать бой, надо показать, что не весь народ так думает. Не весь же народ так думает, они такие, нет, мы же народ, мы не так думаем. Да? Ну, то есть надо работать с людьми, надо вести диалог, надо находить аргументы. Это правда, ну, это работа, это трудно. Легче создать вот вот одну такую псевдогруппу, там, где нет мотивированных, способных вести диалог людей, да? Не пустить туда ни одного оппозиционера, показать эту пустышку по телевизору, так сказать, а то, что никто в это не поверил, так сказать, это дело десятое. Ну, еще к одной теме, она относится к войне и ее последствиям. Российские регионы, читаю я новости, должны к 1 июля запустить программу по обучению и устройству участников войны на государственную службу. Вот я вспоминаю предыдущую попытку. Выборы в регионах, в региональную муниципальную власть в сентябре 2024 года. Тогда же тоже Путин говорил, мол, участники войны идут во власть, давайте их поддержим, но все-таки людей во власти оказалось не так много. Да, эти кандидаты выдвинули свои кандидатуры, и мы видели, что те, кто выдвигался, все равно это были бывшие чиновники, которые сходили на фронт и вернулись. Может, против них какие-то, не знаю, коррупционные дела были, поэтому они ушли на фронт. Но как вы думаете, вот этот вот очередной заход во власть, очередная попытка добавить участников войны во властные структуры, она будет успешной? Ну, это будут такие вот псевдоучастники войны, как вы сказали. Вот как власти давным-давно научились заводить в региональные парламенты якобы оппозиционных депутатов от якобы оппозиционных партий, каких-нибудь там справоросов, ЛДПР, там, да. Как это делается? Ну, вот, значит, местному начальнику «Справедливой России» там говорит вице-губернатор по внутренней политике или начальник управления внутренней политики региональной администрации. Значит так, у нас скоро выборы, ну, мы можем тебе дать, нарисовать 5%, а можем их и не дать. Значит, нарисуем 5%, ты перед своими в Москве будешь выглядеть круто, да, у тебя есть фракция, ты успешно выступил на выборах, да, премию тебе там дадут, ну, к Миронову допустят, руку пожмет тебе там, да, ну, нормально, вот, и мы тебя тут будем любить и жаловать, вот. Хочешь этого? Будешь, вот если хочешь, вот тебе там, значит, у тебя проходных мест, там, условно говоря, будет 4 человека. Вот один ты сам, а 3 мои люди. Я тебе их дам. Значит, нужные хорошие ребята. Бизнесмены там и так далее. Они тебе еще что-нибудь помогут там подкинут. Вот. Не шибко ты, так сказать, губу-то не раскатывай. Вот. Но чуть-чуть. Вот. А не будешь, не согласен, хочешь верных партийцев завести, ну давай, пожалуйста, вот выходи там, митингуй, так сказать, посмотрим, что ты наберешь. И те все соглашаются, да ведь? Ну, то есть, давным-давно уже в региональных законодательных собраниях под видом
всяких справоросов, ЛДПРовцев, ну, то есть вроде как оппозиционеров, сидят, значит, представители местных администраций. Вот как эта история работает. Теперь то же самое делается, только вместо партии используется, так сказать, вот институт героев СВО. Вот этих трех человек, про которых я только что говорил, которых надо завести в ЗАГС, в законодательное собрание. Раньше надо было их оформлять как партийцев, как видных справоросов. Ну, их там, после этого им рисовалось, после того, как принималось решение, им рисовалась какая-то партийная биография. Типа они спонсируют партию, типа они принимают участие в партийных мероприятиях, они разделяют, так сказать, ее идеалы там, да. Ну, то есть создается вот фейковая видимость. Типа эти трое не просто там дружки губернатора, а они, значит, вот именно представители верной идеологии справедливой России, так сказать, персонажи. Вот. Ну а теперь из них изображают, из этих же троих изображают героев СВО. То есть каждого из них отправили на какое-то время на фронт, где он, так сказать, отмыл свою биографию, ну, то есть приобрел статус героя СВО. Давно уже там все это знают, уже существуют специальные подразделения, которых держат подальше от фронта, то есть на фронте они ни разу не бывают, да. Минобороны, ну, то есть Минобороны же это часть системы, да, там отработано уже кого, так сказать, на фронт, а кого подальше от фронта. Вот эти чиновники, которые там потом пойдут под видом героев СВО в законодательные собрания, в мэры, там, кто-то из них там вице-губернатором станет, кто-то из них поедет на федеральный уровень вот участвовать в этой программе «Время героев», да, который там Путин запустил, Кириенко курирует. Вот этот массив людей, которые туда попадут, он заранее формируется, потом отправляется на СВО, да, процесс удлинился, теперь он стал на полгода, а то и год длиннее. То есть надо провести минимум полгода, а то и год там на СВО, якобы там провести. Да? Массу кейсов знаю, значит, в конкретных регионах, там, в частности в Башкирии, например, когда человек, вице-губер какой-нибудь числящийся, находящимся на СВО, в это время ходит, значит, на губернатору на совещание. Ну, то есть формально вот в СМИ написали, что он на СВО, он воюет там героически, да, интервью там какое-то дает оттуда там, да. В это же самое время он ходит на совещание к губернатору, занимается текучкой. Ну вот. Полно таких историй. То есть это еще одна фейковая история, еще один симулятор, который, повторюсь, наши власти вот настропалились создавать. Еще один вопрос из моих личных наблюдений. Он появился после того, как я прочитал за короткое время несколько новостей, которые связаны с памятью и связаны с репрессиями. Например, прокуратура Приморья недавно отменила решение о реабилитации 8 жителей региона. Мы видели, как сняли директора музея имени Пушкина Лихачева, и фактически это произошло за то, что она чуть ли не единственная поддержала музей ГУЛАГа. Снимают таблички последнего адреса. И вот на днях корейского историка Юрия Дмитриева за какие-то совершенно дурацкие нарушения, якобы нарушения, отправили в ШИЗО. Вот все эти события за очень короткое время появились в одном ряду. И когда я это увидел, я вспомнил слова политолога Екатерины Шульман, ее речь, которую она произнесла после начала полномасштабного вторжения. Ее спрашивали, вообще ждали войны, не ждали, будет, не будет. И она ответила, что вот оказались правы те люди, которые ждали войну, которых многие называли либо городскими сумасшедшими, либо демшизой. Вот они-то как раз войну и прогнозировали. Ну, конечно, теперь, там, задним числом, мы все такие очень умные, мы можем объяснить, почему Путин до 24 февраля принимал те или иные решения. И вот сейчас, получается, я смотрю на события с репрессиями и дую на воду, потому что все эти события в одном ряду. И здесь у меня возникает вопрос, они что, власти, готовятся к переходу от точечных репрессий к массовым? Ну, вы пытаетесь выстроить конфигурацию так, словно бы у них есть какая-то стратегия, долгосрочные цели, и они вот к ним готовятся. Я вас уверяю, у них такого почти никогда не бывает. Они, конечно, стратегии пишут. Я помню, работая в аппарате правительства в 2008-2010 годах, участвовал сам в процессе написания вот этой стратегии 2020, так называемой. Вот. Долго писали, обсуждали, много шуму было,
значит, по этому поводу, там, Путин десятки раз там по этому поводу выступал. Все, как только написали, тут же на полке ее положили и забыли. Вот прям вообще, вот ни разу после этого никто никогда нигде не ссылался на эту стратегию, вот принимая реальные решения, как на нечто существенное, влияющее на содержание этого решения. Понимаете? То есть нету там вот Путин сам тактик, стратегия, эти чиновничество живет одним днем буквально. Вот. Поэтому то, что вот мы наблюдаем, это просто следствие резко усилившейся роли ФСБ во внутриполитическом процессе. То есть раньше они были, значит, ну, все-таки не первым номером. Кремль, АП, администрация президента были важнее. Значит, основные направления определяли они. Чекисты, конечно, никогда не были при Путине, так сказать, пустым местом, они всегда были очень влиятельны, но все-таки работали, ну, в рамках вот отведенных им Путиным направлений. А сейчас они везде. Ну, просто это естественное следствие, во-первых, войны, а во-вторых, ну, начавших расти где-то после 2018 года протестных настроений, падение рейтинга режима. Ну, то есть кнут тем нужнее, чем хуже работает пряник. Да? Пряника совсем нет, экономика ухудшается, протестный потенциал усиливается. Ну, то есть надо все чаще людей пугать, сажать, наказывать. Вот. А кто этим занимается? Ну, силовики и чекисты в первую очередь. И поэтому они вот сейчас приобрели огромный объем полномочий, имеют возможность сувать нос вообще вот куда только не захотят, и с ними уже никто не спорит. И тем более, ну, там, конечно же, региональное чиновничество, которое их страшно боится, и все, что начальник местного УФСБ скажет, там, все с удовольствием исполнят, так сказать, подпрыгивать еще будут от нетерпения. Вот. Да и заканчивая и Кремлем тоже. И кремлевским чиновникам уже тоже, значит, себе дороже предлагать решения какие-то, которые расходятся с чекистскими. Да, поэтому и кремлевцы тоже при прочих равных соглашаются с чекистами. А у тех это идеология, там, это часть их идентичности. Понимаете, у них реально у каждого в кабинете висит портрет Дзержинского. Ну, то есть они искренне считают вот всех расстрелянных врагами, всех, кто говорит о репрессиях, значит, проклятыми там наймитами Запада, значит, которые разваливают великую структуру госбезопасности, да, а вслед за этим разваливают великое государство. Да. Это вот ну, для них важно. То есть понятно, что для них, для каждого из них в отдельности важнее их личный бизнес. Это очень коррумпированная каста, самая коррумпированная в современной России корпорация. Но все-таки помимо вот личных шкурнячков есть что-то, что ну, делает организацию организацией, то, что создает вот структуру, да, ее идентичность, ее идеология, там, это тоже есть. То, о чем они любят рассуждать в день чекиста, когда напиваются на корпоративах, значит, в лучших ресторанах своих городов. Вот это тоже важно, да. То есть это вторично по отношению к личному бизнесу, да, но все равно пусть будет. И, и вот, соответственно, имея желание наказать всех тех, кто ставит тему репрессий в повестку, и имея теперь все для этого возможности, они этим занимаются. Вот и все. То есть то есть совершенно не исключено, что репрессии будут массовыми. Я сам на днях написал по этому поводу текст, у меня в социальных сетях его можно посмотреть, о том, что сейчас в преддверии переговоров можно спрогнозировать новый виток репрессий, потому что вот эта усталость социума от войны, которую все чаще социум демонстрирует, ну типа вот этих курских жителей, да, это же теперь, когда начнутся переговоры Трампа с Путиным, это же слабое место Путина. Ну, то есть, споря с ним, в какой-то момент Трамп обязательно скажет, да что, у тебя у самого народ устал, вон, смотри, мне мои там, так сказать, аналитики вот список составили, и длиннющий список. Ну да, это аргумент против. И наоборот, а если у Путина все там, так сказать, вытянулись во фрунт, грудь колесом, живот втянули, носки в рост, там равнение налево, вот,
Это же все классно, это аргумент уже вот в поддержку Путина. Ну, то есть, да что, у меня вся нация, так сказать, под ружьем, и все готовы как один, так сказать, это и есть наш последний решительный бой, да, и нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, ты посмотри, какие красавцы. Так что мы еще долго можем воевать, ты передай Зеленскому. Да, и это аргумент уже против Трампа и против Зеленского в пользу Путина. Да. И, естественно, Путин этот аргумент создаст. Других аргументов типа побед на фронте у него не так много. И экономика трещит по швам. Да. Хотя бы вот видимость сплоченности общества. Он попытается этот симуляк, эту видимость создать. Вот. А для этого придется всех, кто демонстрирует усталость от войны и желание ее прекратить, надо начать наказывать, чтобы заткнулись. То есть раньше врагами были те, кто выступил против войны вот жестко. Теперь врагами могут объявить тех, кто просто усталость демонстрирует. Понятно, что всех не пересажают, всех, кто демонстрирует усталость, но это уже большинство общества, большинство людей. Но отдельных представителей этой, значит, идеологии, давайте так скажем, особенно близких к элитам, такие как Чемизов вдруг выходит и говорит, что экономика плохая у нас. Ты что, ты кем себя возомнил, значит, публично говорить о том, что экономика плохая? Приди ко мне, так сказать, на ковер и доложи, я послушаю. А в паблик с таким выходить, ты смотри, что ты что о себе мнишь-то, да? Вот, то есть, либо, скорее всего, удар будет по каким-то представителям элиты, вот, и по каким-то активным группам населения, типа вот этих, значит, курских жителей, которые выходят там протестовать против Хинштейна. Они чувствуют это, кстати, поэтому они про Путина ничего не говорят. Они все апеллируют к Хинштейну, хотя на самом деле, конечно, все финансовые ресурсы в распоряжении центра. У губернатора нет таких ресурсов. Да, страна уже давным-давно живет по принципу, значит, вам проблемы, а вам вершки, так Да, сказать, а ну нам а деньги в корешки. Да. Москву. Вам проблемы, а деньги в Москву, да. Поэтому, строго говоря, претензии к Хинштейну, не хочется выступать адвокатом дьявола, но в этом смысле они, так сказать, беспочвены. Претензии надо предъявлять Путину. Люди чувствуют, что предъявлять Путину претензии страшно, поэтому пока ограничиваются Хинштейном. Пока. Дальше посмотрим. Так вот таких могут, так сказать, начать отлавливать. То есть репрессии будут, я их прогнозирую, да. Но вот я просто не связываю одно с другим. Это не то, что кто-то сидит и стратегии репрессий продумывает. Не, они не настолько глубоки. Когда протестовали жители Архангельской области и Республики Коми против строительства полигона на станции ШИС, известная история, вот у них был лозунг. Получается, что в Москву мы отдаем налоги, а из Москвы нам присылают мусор. Вы не оборзели, что ли, там? И я призываю наших зрителей подписываться на ваш телеграм-канал, там более 100 тысяч подписчиков. И еще у вас есть YouTube-канал, ссылки будут в описании к нашему разговору. Я призываю всех зайти и посмотреть. Если уж вы до этого момента досмотрели наше интервью, то наверняка вам будут интересны те видео, которые Аббас Галямов выкладывает у себя на YouTube-канале. Ну и короткий последний вопрос. Как вам кажется, в преддверии возможных переговоров Трампа и Путина, или в какой-то комбинации с участием этих двух лидеров, насколько сейчас российская государственная система в принципе устойчива к рискам? Ведь где-то же может полыхнуть, где-то, пожалуйста, тебе там мазут, вылился в море и теперь загрязняет пляжи нескольких регионов. Риски могут быть совершенно разные, с экономикой в том числе. Проблема в том, что все механизмы, все инструменты обратной связи сломаны. Выборы давным-давно не работают. Социология в ситуации неискреннего, запуганного и лгущего общества тоже перестает отражать реальные настроения людей. И уличные акции тоже запрещены. То есть, строго говоря, это вот больной, ты рукой щупаешь, вроде температура, а градусника нет, градусник сломан. Вот. Поэтому достаточно трудно прогнозировать в этой ситуации, понимаете, вот общество, вот мы не осознаем себя. Когда-то Андропов, помню, придя в должность, став генеральным секретарем, значит, это сказал: мы не знаем общество, в котором живем.
Да, и он оказался прав. Буквально через несколько лет страна развалилась. Вот. И сейчас можно то же самое сказать. Поэтому, поэтому сейчас все возможно. То есть на самом деле до какого-то момента может быть, знаете, ну еще несколько лет протянем. Да, может быть. Ну, то есть, пока Путин жив, есть шанс, что ну, он все-таки власть удержит и режим сохранит. Но чем дольше он это все вот это затягивает, тем сильнее все это грохнется, когда все закончится. Ну, то есть, вот уверенно можно говорить про вот эту закономерность. То есть, если власть сама не начнет пытаться что-то изменить, изменить нынешний курс, то в конце концов она доведет вот примерно до того же, до чего довел Россию Николай II. Вот. А если попытается изменить, ну, теоретически, может быть, удастся, если грамотно действовать, снизить градус внутренней напряженности, да, и трансформироваться. То есть трансформация неизбежна, это точно. Общество слишком очевидно стало некомфортным. Ну, то есть страна стала некомфортной. А люди же хотят комфортно жить, понимаете? Вот. А Путин им предлагает другой, он им не предлагает комфорт. Вот раньше его сила была в том, что он предлагал комфорт. А теперь он предлагает войну, затягивание поясов бесконечное. Да, все это сопровождается патриотическими песнями, но люди напоются, да, а хочется ведь реально курочку покушать, так сказать. Не так, как они рассказывают, народ стал хорошо жить, поэтому курица дорожает. Да, потому что народ слишком много курицы ест. Да не, он причину со следствием подменил местами. Да, народ курицу ест все меньше. То есть на макароны налегает, да, помните, там, саратовское, по-моему, чиновничество говорил, макарошки там, например, вот. И, в общем, патриотизм патриотизмом, так сказать, но когда захочется есть, когда желудок, так сказать, подведет, да, когда ты не знаешь, значит, дети подросли, пора новую одежку покупать, да, скоро в школу идти, так сказать, надо, чтобы они прилично выглядели, а тебе не на что это делать. Более половины населения, это же социология, посмотрите данные, значит, социологии РАН, например. Вот, более половины населения отказывают себе время от времени хотя бы в возможности купить просто там обувь, одежду, понимаете? Ну вот, и патриотические разговоры, они перестают уже работать. Люди уже, объемы телесмотрения падают, все эти пропагандистские передачи уже вылетели из топов, да, плетутся где-то в хвосте. Вот. Поэтому люди, значит, вот когда окончательно им все эти разговоры надоедят, ну, они просто обрушат эту систему. Да, как в истории России за последние 100 лет было две революции. В 1917 и в 1991. Поэтому говорить, что в России это невозможно, нельзя. Поэтому теоретически власть может соскочить с этого пути, организовав грамотный транзит в направлении более комфортного общества. Да, прекратив вот это все. От репрессий до войн. Вот, добившись возобновления, чтобы снова инвестиционный климат восстановился, так сказать, экономика пошла в гору. Вот. Все это вот, ну, теоретически, так сказать, возможно, но на практике пока, конечно, никаких шагов в этом направлении мы не видим. Мы видим шаги в направлении противоположном, в направлении пропасти. В общем, не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет, но вот как-то вот такие мысли у меня. Спасибо огромное, и я еще раз напоминаю зрителям про телеграм-канал и YouTube-канал Аббаса Галямова. Подписывайтесь. А всем же вам говорю огромное спасибо. Аббас, надеюсь, не последний раз встречаемся. До встречи.